Вновь здравствуйте, это снова программа «Вечерняя игра». Рады вас приветствовать. Наконец-то снова увиделись с вами Лия Сергеева. Тренижинский. Будем сегодня играть в мою любимую игру. Да, в мою не очень любимую игру. И будем, конечно же, общаться с нашим интересным гостем и пить чай. И у нас сегодня в гостях актер Тюза, народный артист Республики Татарстан, лауреат театральной премии «Золотая маска» Михаил Меркушин. Добрый вечер. Вечер добрый. Спасибо. Добрый вечер. Как вам игра лото? Любите? В детстве играли? В детстве я играл, но вообще мне нравилось. Мне Давайте нравилось, попробуем. это была такая семейная игра, в отличие, скажем, например, от начала 20 века, когда в нее играли, в лото играли По телевизору, можно сказать. в купеческом собрании. В купеческом собрании. 20 век. В новом театре. Вы знаете, да, новый театр? Это театр Тинчурина теперь. Вот. И там такие скандалы, боже мой, из-за того, что неправильно произносили, писали заявления старейшине клуба. Так, но мы сегодня скандалить и заявления писать, я так думаю, не будем? Или Да. все-таки погрузимся в историю полностью? То есть традиционная. А давайте я вам предложу, такая игра для да, казани. у нас традиционная. Мы заодно лото. проверяем легкость руки наших гостей, так Легкость. что просим. Ну там же надо знать терминологию, барабанные палочки. Мы не будем сильно Да? строги. Вот так вот. Значит, я достаю. Да. 40. Нет. Нормально. Так, хорошо, пошла игра. Так. Я тогда, пожалуй, вот прям бочонку. Ты сразу вот все заберешь. 71. Нет. И куда я ее деваю? Давай, ставьте Просто прям рядышком. на стол. Хорошо. 66. Нет. Я так Так. чувствую, я могу даже не А скажите, пожалуйста, вот 66 или 99? Это 66, потому что больше 90 все, дальше не идут А. цифры. Это максимум. Но Ясно. мы сразу с места в карьер. Новый сезон начинается. Так. Да. Уже начался. Чем порадуете? Ну, у нас идут репетиции нового спектакля по пьесе Эрдмана «Самоубийца». Спектакль будет называться «Страсти по Семену Семеновичу». Вот. Такое очень оптимистичное название. Особенно у «Страсти пьесы. по Семену Семеновичу». У пьесы название У пьесы оптимистичное. очень оптимистичное. Ну да. Я так чувствую, хэппи-энда нам не дождаться. Дождаться. Да? Это комедия. Здорово. Это, Здорово. ну, Эрдман писал только комедии. Вот я и Немножко расписалась в фарс, да. собственной безграмотности. А я хитрый молчу. Еще какие-то сюрпризы ожидают зрителей? Ну, наверняка не одна постановка только будет. Наверняка будет не одна, наверняка будет еще одна к Новому году. Вот. Вот. То есть сказка новогодняя. будет. Но вы ведь профессиональный драматург, вы закончили кафедру драматургии. Неужели вам, как актеру, мало учебы было? Вы же всю жизнь вынуждены учиться. А тут еще и драматургом. Ну, понимаете, тут штука такая, что театр, он весь интересен, да? Я и художником работал в театре, рекламистом, и другими специальностями занимался, так сказать, смежными с актерской. Ну, например, я вел передачу, то есть был вашим коллегой 16 лет назад. Мы вели утреннюю программу в прямом эфире, в 4 часа утра вставали, ехали в 5, ну, только это на другой студии было просто. Вот, и до 9 часов утра. И как вам телевизионный опыт? Вы знаете, это было интересно. Это было не очень денежно. Ну, То есть очень это было интересно. совсем не денежно. Но недели через 2 после работы, или 3 даже недели, меня знал уже весь рынок на Пионерской. Это слава и признание. Это безусловно. Потому что они говорили, мы же с вами встаем в 6 утра. Вот. И, так сказать, вот в этом отношении это была такая слава. Вот. А вообще, знаете, очень любят спрашивать, знаете, к нам тоже приходили гости, а мы вели с Леной Ненашевой, актриса нашего театра, народная артистка Республики Татарстан. И у нас была пара, меня называли мистер Да. Лена говорила, потом говорила, да, Миша? Я говорил, да. Вот. Она говорила, так вот то-то, 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 то-то. Да, Миша? Я говорил, да. Вот. То есть мистер Да. И время от времени к нам приходили тоже гости на утреннюю программу.
А буквально вот нам редактор только что сказал, вот сейчас придет врач. Мы говорим, о, врач, замечательно, как здорово. Вы не в психиатрии работаете? Женщина говорит, нет. Мы говорим, о, тогда ваша специальность? Она говорит, гнойная хирургия. А у меня как-то заготовлен уже разговор. Бывали у вас какие-нибудь ляпы? Она говорит, еще какие? Знаете, разрезаю я как-то раз фурункул, как брызнула. Потом утром. 2 месяца лежала. Это как она называется? Это какая-то там синяя какая-то там это, бактерия или то есть заразилась. Просто инфекционная, капнула. видимо. Да, как это инфекция, отделение. совершенно верно. Вот. Так что тут иногда про ляпы не стоит спрашивать у некоторых. Будем Вот. про ляпы спрашивать? Так и напрашивается, на самом деле. Я про ляп вам расскажу, пожалуйста. Ляп, когда моя партнерша, значит, Лена, ушла в отпуск, и меня оставили одного. А тема была такая у нас. Анекдот. Я честно набрал таких анекдотов приличных, даже смешных. И вот все рассказывал в течение всей передачи. А потом, видать, заболтался и говорю, ну вот самый веселый анекдот про тещу, это хоронили тещу, порвали 2 банана. И тут что-то случилось с операторами, они упали. Вот, тут же реклама пошла, реклама. Мне говорят, бананов. Миша, ты оговорился. Я говорю, хорошо, давайте включаем. Раз, включаем, говорят, ну... Я говорю, о, извините, я немножко оговорился. На самом деле этот анекдот звучит так. Хранили тещу, порвали 2 банана. Снова отключили, тут все уже упали, С хохотали. какого раза, Вот. с какой попытки вы рассказали анекдот Да. правильно? Нет, потом я сказал, знаете что, я этот анекдот рассказывать не буду. Вот. Ну, в общем, вот такой ляп получился. Почему? А вообще любите повеселиться? Вот. Повеселиться. В жизни. Я не знаю, честно говоря. Раньше как-то мне нравилось веселиться, а теперь веселиться хорошо, когда радостно. А когда не радостно, не очень хочется То есть веселиться. клоунничать не хочется. Клоуничать – это наша работа. Так что работа работой, а веселье для души там... Конечно, хочется, чтобы было весело, хорошо, безусловно. А как вот был сделан выбор профессии в вашем далеком детстве? Я не Ну, могу как так это точно. предопределяющая часть Нет, была? конечно. Дело в том, что я не мечтал быть артистом. А кем мечтали быть? Я мечтал быть Никулиным. Знаете, такой Юрий Никулин. Ну, Хорошая профессия. Вот. знаем. И мне очень нравилось, да, мне нравился какой он клоун, мне нравился «Кавказская пленница», прочее. Мало того, постарше стал, я увидел «Ко мне Мухтар», и он мне нравился. Мне когда говорили, кем ты будешь, я однажды сказал, надо мной смеялись, я после этого перестал говорить. Я говорил Юрием Никулиным. Вот это, я хотел быть именно Юрием Никулиным. Потом я там хотел быть биологом, ботаником, что совершенно не модно в наши времена. Вот, художником, музыкантом. Вот. Ну, в общем, творческая всё-таки я был- профессия, это как бы вот было уже определено точно. Ну, ботаник особенно. Ну, а Особенно почему же? творческая профессия. А космонавтом не хотели быть? Нет. В свое время так это модно было. Нет, ни солдатом, ни космонавтом не хотел. Я родился в год полета Юрия Гагарина. Семья с ума сходила. Как меня назвать? Юрием. Дело в том, что я родился под Николу Зимнего. Вот, поэтому половина семьи, которую я еще помнила церковь, хотела Николаем. Другая половина, то есть мама и брат, стояла за Юрия. Отец подумал, и чтобы, значит, конфликт не разрастался, Соломоново пошел в ЗАГС решение. и назвали меня Михаилом. Очень интересная история. Да. Сейчас давайте прервемся, посмотрим блок рекламы и продолжим наши истории. Есть. Вот. Я так не играю. А я как раз-таки так очень играю. 21. Есть? Да, второй? Нету. да. 54. Есть.
У вас очень легкая Как рука. пошло. Кстати, скоро на экраны страны выйдет фильм Тимура Садыкова. Он, кстати, нам Да. лично рассказывал про этот фильм не Приходил. так давно. Да. Да-да-да. Как в домашних условиях вызвать дьявола. Да. Вы играете непосредственно Нечистую вызываемого, нечистого, того самого, вот, кого в домашних условиях будем вызывать. Нет. Нет? Ага. Так, интрига. Интрига. Кого играете? Я вызываю его. Смотри-ка нам. Вообще, надо молчать об этом. Почему? Ну, а вдруг Тимур хотел какое-то... А, да, Нет, вот, зачем? вот Он же нам похоже об этом на то. рассказывал уже. То есть, вот, а сейчас мы от вас хотим послушать. Все. А, Поговорили. требуем подробностей. Нет, ну, я не могу просто рассказывать как бы сюжет картины. То есть, это пока такая коммерческая тайна. Ну, несомненно, премьеры еще не было. А работа в кино вообще, вот как вам, интересно? Или театр все-таки? Мой опыт работы в кино ничтожен. Это единственная работа с А Тимуром. тут дело-то не в количестве, в качестве. Понравилось? Мне было очень интересно, без сомнения. Слово «понравилось». Понимаете, в чем дело? Я не видел фильма. Так никто пока не видел, кроме Тимура. Это коммерческая тайна? Так, отчасти еще состоит, как бы, понравилось или не понравилось. Но процесс понравился съемок? Сам процесс? Да. Но все-таки это же отличается от театральной драматургии очень. То есть, снимают кусками, можно Да. с конца Не по начать. порядку. Середину потом. Куча Да. дублей. Да. Нелинейно, то есть, Да. все идет. Но вообще мне показалось, что такое большое отличие как бы от, хотя как сказать, я имею в виду от спектакля, скажем. Спектакль играешь с начала до конца, да? Вот, хотя можешь репетировать целый год до этого. А тут сидишь, ждешь, тебя вдруг сказали, пошли, бум-бум-бум, сделал, стоп! Так сидишь, ждешь, сейчас свет наведут. То же самое снова. Пошли, бум-бум-бум-бум, бум. Сидишь, ждешь снова. И так далее. Вот такая какая-то Рваный ритм история. какой-то Да, история. получается. Нужно все время вскочить туда, куда нужно. Ну, мало того, вскочить, И нужно как еще и настроиться на эту сцену быстренько. Да, Сыграть ее. да, А может быть, еще и не раз ее сыграть. да. Но это нормально. Ну, нам, не киношникам, это сложно представить нормальным. Нет, я имею в виду, что сыграть так, или сыграть эдак, или сыграть еще каким-то способом. До этого мы еще и репетировали. Вот. Нет, просто я говорю, что вот то время, которое я провел на съемках, мне показалось все это очень интересно, необычно. И, как бы сказать, я бы еще снялся. А долго, кстати, снималась картина? Я не знаю, как весь фильм. Мои эпизоды снимались 3 съемочных дня. Ну, это, наверное, считается недолго. Ну, я тоже не знаю. И я не знаю. Но там были и другие съемочные дни. У меня вот 3 съемочных А дня. вы не суеверный человек? Не страшно было именно такую роль в кино исполнять? Все-таки вызывать дьявола? Нет? Вот увидите фильм, поймете. Нет, не страшно. Вот опять интрига. Вот опять ведь хочется знать все поскорее. Ладно, придется потерпеть. Увидим. Да. А вы верите в то, что есть актеры, ну, так называемые, киношные и театральные? Заточенный под это, скажем так. Или все-таки... Ну, мне кажется так, что, да, в принципе, есть тяготеющие к определенному виду кино или к театру. Например, Ален Делон, скажем так, более успешен в кино, несомненно, более успешен. Его там видно лучше, чем с театральных подмостков. Да, он такого успеха не имел на сценических подмостках, а в кино без сомнения, конечно, без сомнения. А если брать отечественных артистов, или они все-таки более универсальны у нас? То есть школа сильная? Не знаю, мне кажется... Не знаю. Вы где-нибудь видели в театральной постановке, например, такого актера, как вот Штирлиц у нас играл? Тихонов. Тихонов, совершенно верно. Вы его, он играл где-нибудь, по-моему, я даже я не не видел. слышал. Я тоже И не не видел. слышал. Вот он был исключительный Киношный, скажем киношный. так, И сказать, какой он театральный был бы, сложно, правда? Вот. А вот, например, Евгений Миронов или Андрей Миронов, какая вообще чудесная фамилия,
великолепны и там, понимаете? Вот. Сложно сказать для этого. Но просто Делон такой яркий пример другого уровня успеха в театре, в отличие от кино, что вот как-то он приводится. Ну, я вас понял. Собственно, можно так вспомнить еще одного актера. Я не представляю Джонни Деппа, допустим, на театральных подмостках. Ну, может, на Бродвее еще прорвется. Кто знает. Вы закончили Горьковское училище театральное, и после этого вас в Казань распределили. Да. Не жалели? Не было такого, что в Москву, в Петербург куда-то тянуло? Как вам сказать? Ну, у меня были какие-то мысли по поводу того, чтобы... Понимаете, в чем дело? Когда я заканчивал училище, мне в первую очередь хотелось очень утвердиться, так сказать, доказать всему свету, что я профессиональный актер, что я это могу, что я достоин так называться. Я человек очень сомневающийся. Например, я где-то до 4-го курса театрального училища никак не мог поверить, что я студент театрального училища. Когда я пришел в театр, мне стыдно было представляться, что я артист или актер, потому что это слишком громко сказано. А как в какой момент вы поняли, что вы студент театрального и что вы, соответственно, актер? Что я студент, когда закончил, примерно, ну, где-то, когда уже дипломные спектакли, вот. Когда, знаете, когда в школе уже старичком становишься, да, вот. А то, что я артист, я понял в армии. Ну, я еще в армию Уникально. ходил служить. Мы знаем, что вы ходили служить, но как-то армия, по-моему, не располагает к самоощущению себя артистом. Я тоже так думал. Дело в том, что я уходил в армию уже из театра. У меня уже сыну был год. Вот. И я уходил служить, попал в военно-воздушные силы, учебная часть, там младших авиационных специалистов готовили. И командир роты узнал, что я... Театрал. Актер, артист. И он сказал: так, вот тебе мешок, вот тебе борода, вот тебе Новый год. Новый год. Роль ясна. Значит, нужно поздравить все роты Ну ладно, не Снегурочку. и пришлось детей играть. наших офицеров. Вот. А выдавал мне это все старшина и сказал: на, держи, шут гороховый. Вот так вот, да? То есть я понял, что такое артист с одной стороны. А с другой стороны, на 23 февраля проводился конкурс между, как говорят в армии, между взводами. Вот. 3 взвода в роте. Каждый подготовил какую-то программу. И мы там с моим земляком играли сценку, называлась «Отелло Дездемона». Вообще это такой студенческий, как теперь это называется-то, сценки, как они называются? Стем? Стем, Да, капустник. стем, Наверное. да. Он достаточно распространенный был вообще в то время. Как приходит сдавать студент, не зная вообще абсолютно ничего, и знаками врет, что ему откусили язык, собака откусила. Вот. И тот его просит тогда пересказать сюжет как-то жестами и прочее. И он начинает рассказывать Отелло. Вот. И душит под конец этого несчастного экзаменатора. Ну, смешная сценка, действительно. И когда мы сыграли это все, там рев стоял вот такой в казарме. И после этого меня целовал этот старшина и говорил: ты артист. Все, ушел шут гороховый, появился артист. Вот. Звание дали. Да, и звание дали. Все правильно. Хотя как бы там имел специальность определенную, должность и прочее, но оставили в части именно из-за того, что артист, Но чтобы это играл. помогало, я так понимаю, да, все-таки Да, служить? помогал. А давайте сейчас посмотрим как раз фрагмент вашего выступления. Конечно, не Дездемона с Отеллой, но тоже очень любопытно. Давайте. Давайте. В следующий раз мы тебе обязательно того. Да. Так это он стоит за дверью? Я же говорю, идет сюда. Елена, так открой ему скорее и молись Богу, чтобы он оказался тем человеком, который избавит нас и всю нашу несчастную деревню от этого ужасного... Господи. Этого. О, Господи. Ну этого, ну как его? Господи. Господи, ну как называется то, что висит над Фуличевкой, а?
Я знаю, что ты имеешь в виду, что-то вроде занятия. От этого... Зан- Нет, не занятие. Нет. От этого, ну, как его... Зачатие. Зачатие? Ну, что-то в этом духе, Николай. Нет, Что-то скорее в этом духе. роде. Нет, в этом духе. Уж не стук ли это? О, а разве стук висит? Ну да. Открой же стук. Да, дорогой, сейчас, Елена, что-то зверь. Елена, Да. наоборот. Да. Добро пожаловать, молодой человек. Доктор Зубрицкий. Госпожа Зубрицкая, это вам. Ой, какая чудесная мила рыбица. А я видела. Она была сегодня в продаже. Я очень вам... Съезжайте. Вот. Любопытно. Это и была Елена Ненашева. А я был ее мистер Да. Ваша коллега. Да. Двойная А коллега. это правда, что после армии, вернувшись в театр, вы уже намеревались-то все это дело уже и бросить? Нет, там просто был момент, когда, как бы сказать, у нас сменился главный режиссер, и пришел такой ленинградский, питерский режиссер Борис Цейтлин. У него совершенно иная, как бы сказать, манера была, совершенно иной взгляд на актера, на игру. А я такой был, еще после армии, надо иметь в виду, такой был, знаете, с чистого листа начинать роль, вот, будем разбирать. А ему ничего не надо было разбирать. Ему нужно было, чтобы ты приходил уже с решением своей роли, понимаете? То есть ты, То есть ты сам некое себе режиссер. Ты сам себе режиссер, другое дело, что ты должен убедить постановщика в том, что вот это, вот так. Что такой образ Да. вот будет Либо правильный, он тебе удачный. будет тогда навязывать свою, может навязывать, может как бы принять, не принять, или диктовать. И вот когда он мне начал диктовать, я понял, что я Не сработаемся. не могу, не получается. Но дело в том, что параллельно он начал другой спектакль, вот, а в это время я еще стал работать. Вы знаете, да, что артисты ТЮЗа и кукольники получали самые маленькие зарплаты среди всех театров Казани. Я имею в виду. Почему? Теперь знаем. Вот. Почему, это вопрос не ко мне. Я не знаю почему. И так же оно и продолжается, имеется в виду. Эта традиция удивительная. Вот. Я, естественно, решив подарить жене французские духи, занял деньги. И тут уж надо было что-то делать, и я стал подрабатывать тем, что, как назвать-то, расписывал рекламные щиты. Ну вот вы говорили, что вы художником-рекламистом работали. Да, вот. И вот работаешь там ночь, там вечер, потом на репетицию сбегаешь, потом снова работаешь. А главный режиссер, у него кабинет рядом был, и он забегал туда. Покурить, поговорить, вот. То есть вы виделись чаще, чем с остальными-то? Да, это правда, действительно так. И вот другой спектакль, следующий, который был, вот там как-то я попал. Я не знаю, я там сумасшедшего играл, поэтому, может быть, как раз это было туда, в этом смысле. Вот. Но я потом уходил из театра. Не совсем из театра, а мы с женой уходили в другой театр. И 2 сезона работали в Кировском ТЮЗе у замечательного режиссера Александра Павловича Клокова. И закончилось это все тем, что Борис Цейтлин приехал в Киров, сказал нам, ну все, хватит, поехали домой. Подурачились и хватит. И вот, знаете, и у меня получилось такое, что я 2 года в армии служил, потом 2 сезона работал в театре, потом 2 сезона в другом театре. Знаете, такие, по 2 года такие были какие-то странные в жизни перемены. Вот. И мы вернулись, и уже с тех пор почти не уходили из театра, из нашего. Но тоже ушли. Уже с Цейтлиным, да. Был такой момент, трагический на самом деле, действительно трагический. Дело в том, что Борис Цейтлин начал большой проект совместный с голландским театром, тоже детским,
Вот. Ну, на этот проект нужны были деньги. Они-то со своей стороны голландской представили эти деньги, а у нашего министерства, видимо, этих денег не хватало. Ну, Цетлин, видимо, пытался где-то изыскать эти средства, а тут еще как-то его сняли, он был художественным руководителем театра, его сняли с художественного руководства, затем еще как-то конфликт увеличивался, и он ушел. Вот. Но он предложил группе актеров перейти в другой театр. Это что за театр? Для того, чтобы продолжить работу. Челябинский ТЮЗ. Вот. Там так случилось, что главный режиссер слег с инсультом. Вот. И Бориса Ильича туда приглашали. Понимаете, дело в том, что вот я, возможно, многие мои коллеги восприняли, что у нас несколько человек туда уехало. И не все вернулись. Вот что интересно. Вернее, что печально, что трагично на самом деле. Вернулись я, вот Надя Кочнева, моя жена, и Сережа Масейко. Вот. Остались кто? Остался великолепный актер Володя Зайцев, там в Челябинске остался. Замечательная актриса Роза Хайруллина осталась, не приехала. Ну, то есть она не то, что в Челябинске осталась, она потом уехала в Самару, потом в Москву. Вот. И Лиля Замятина. Вот мы их потеряли, можно сказать, для нашего театра. Вот. Но дело вот в чем. Мы не были заняты в репертуаре театра Челябинского. Мы занимались только Неточкой Незвановой, только ей. И играли спектакль «Бурю», которую вот вырвали из Казанского ТЮЗа. Это ужасно, что вырвали. И, поверьте, мы сами, для нас это была трагедия. Для актеров, которые остались в Казани, для всего театра Казанского ТЮЗа это была трагедией. Это тот спектакль, который как раз и стал лауреатом «Золотой маска». Да. Это Как же был удачно вы к нему подошли. 96-й год, если не путаю. В 96-м году получили «Маску», а премьера была в 94-м. Кстати, вы знаете, Сколько лет-то прошло? если говорить про мистику, Ну? тут есть действительно интересный такой момент. Дело в том, что первый свой показ Борис Ильич Цейтлин назначил на определенный день. И этот день совпал с похоронами одной из самых ярких актрис Казанского ТЮЗа после военной поры. Была такая замечательная заслуженная артистка Российской Федерации Мария Павловна Неменко-Бабковская. Вот. К этому времени она, конечно, уже не играла в театре, болела. И вот она скончалась, и в день, когда должны были состояться похороны, был назначен показ. И Цейтлин не отпустил нас на похороны. То есть, а это достаточно большое количество людей. То есть, должно было и обслуживать, и играть, и прочее, прочее. И что произошло? Во втором или в третьем акте, а там он три акта, вдруг замолчал магнитофон. Тогда магнитофоны были. Борис Ильич кричит на радиста. Вадим говорит, я здесь ни при чем, он сам. Он замолчал, и все. И ничего с ним не сделаешь. Цейтлин выгнал всех, и зрителей тоже. Всех выгнал. У него была истерика просто. Вот. А с похорон пришли артисты, и Борис Залмович Роскин, один из старейших актеров, он тогда еще жив был, он сказал, это Маша, Мария Павловна, она была когда-то его первой женой, это Маша. Через полгода сгорел театр. Понимаете, какая тут история? И Борис Залмович сказал, ну вот, Маша и отплатила. Понимаете? Ох, ребят, я вы верите человек, в мистику, да? Понимаете, Тут не захочешь, поверишь. Спортсмены, врачи и артисты суеверные, хочешь не хочешь. Вообще, кто близок к смерти или, как бы сказать, к непредсказуемости успеха, к риску, они, как правило, наверное, все-таки суеверные. А это правда, что вы полспектакля играли со сломанной стопой? Было такое? Да, это было. Ну, это такой вот ляп. Ляп в том смысле, как и ляпнулся. В самом конце первого акта я спрыгнул
с подиума. И как-то что-то там хрустнуло. Вызвали скорую помощь в антракте. Они так быстро приехали. Я сказал, ну что там у меня? Они говорят, а мы откуда знаем? Я говорю, да играть-то смогу. Сейчас, снимай штаны. Укол, значит, мне. Там с чем-то затянули. Я говорю, так это перелом или не перелом? Это ты после спектакля узнаешь. В травму поедешь и узнаешь. А вот так, пока просто обезболивающее, А пока накачали? обезболивающее. И мы там канкан танцевали. Как это было? Когда я приехал, я уже был убежден, что это так, растяжение. А мне говорят, опа, а у вас переломчик. Вот, так оно и случилось. Мало того, так получилось, что я потом под Новый год взялся за то, чтобы поставить сказку, которую я сам написал, вот, со своим участием. Я думал, к этому времени у меня нога уже все срастется, все в порядке будет. А она не срастается, что делать? И тогда я, слава богу, я режиссер, я и драматург, и у меня была роль пингвина. Это был очень Путешественник. вспоминающийся пингвин. Мы взяли лыжи и зафиксировали ногу. Я ходил на лыжах, и тогда я мог совершенно спокойно играть. Вот, и слава богу. А почему вот именно ТЮЗ? На самом деле я скажу, почему. Когда я заканчивал театральное училище в Нижнем, ну, то есть в Горьком, я не знаю, почему-то я очень, и не только я, а многие, очень многие любили театр юного зрителя. И в Казани был потрясающий театр юного зрителя, когда я приехал. Они были живые. Вот, понимаете, я объясню. Драма замечательная, Горьковская драма была. И здесь Качаловский театр был великолепный. Но вот эти вот, понимаете, там в ТЮЗе было какое-то хулиганство еще. Там была какая-то живая, понимаете, вот если, как говорится, в 40 лет я сыграл Буратино и Колобка. В 40 лет. Это о чем-то говорит? Значит, 40 лет у меня что-то еще было вот это вот, да? И вот это вот. Вот, да. Там, когда выскакиваешь из печки голый, да? И вот бегаешь. Да, но в театре драмы это такое явно не увидишь. Вот. Голым-то из печки. И мне очень нравилась эта история. Понимаете, я не знаю, как в драме, я там не работал никогда. Вот, и вообще, и в Челябинске, и в Кирове. А давайте мы про драму так поразвернете чуть попозже А пока поговорим. о Колобках, о лыжах, о Буратино, О все что пингвинах. угодно. Реклама на нашем канале. Давайте. Не обольщайтесь. Меня обходит. 57. Хорошо, игра пошла. И это ко мне. Чего тут нашаманил, пока мы 85. отвлеклись? Я бы хотел бы сказать это ко мне, но это не ко мне. Нет, и не ко мне. 32. О! Да, Нет. я даже две их. Очень хорошо. Ты, батюшки. 24. У меня их две. У вас есть 24? Нет. Нет, вот А это для меня привычное состояние. Мне в лото как-то не очень везет. 19. Есть? Нет. А как вот вы полагаете, все-таки, ну, раз мы вспомнили такие сакраментальные даже, можно сказать, роли, Колобок, Буратино, Колобок в 40 лет, позволяет ли актеру, ну, театра юного зрителя, именно вот, может быть, такие хулиганские какие-то выходки, роли, оставаться дольше молодым? Раскройте нам секрет вечной юности. Вы поймите, ТЮЗы, вот в то время, когда я пришел, вот именно в связи с, видимо, с репертуаром, с той атмосферой молодой, она молодая всегда в ТЮЗе, понимаете, как только в ТЮЗе становится стариковская атмосфера, так там теряется демократичность. Драмы, они такие, знаете, драматические театры, они так консервативные достаточно, я имею в виду по внутреннему устройству, заслуженные, народные и все прочее. Вот. А театр юного зрителя, ты находишься среди коллег равных. Звание там как-то особенно не выпячивается. В драме, может быть, тоже не выпячивается, я не знаю. Просто когда я работал
когда учился в театральном училище, мы были заняты в одном из спектаклей драматического театра Горьковского, вот, имени Горького, естественно, вот, «Гибель эскадры». И там как-то сразу было понятно, вышел на сцену народный, вот то есть это вот вышел это все давит заслуженный. как-то, да? А вот это артист побежал. Вот. В ТЮЗе Всё этого легко. не ощущал. А Да. вне сцены вы хулиганите? 1 апреля разыгрывайте друзей, коллег. Что-то я в последнее время не помню, честно говоря. Раньше разыгрывали, раньше Мне как-то... кажется, 1 апреля в театре – это очень страшное время. Ну, возможно. Ну и 8 марта не подарок тоже. В том смысле, что разыгрывают. Вот Ленине Нашевой, например, подарили шубу 8 марта. Ей сказали: Елена, вот, значит, тут министерство и руководство театра в связи с Международным женским днем и в связи с такими успехами молодой артистки вручает тебе ценный подарок. Тюк такой внесли, она начала рвать и увидела там шубу. Причем она перед этим вот буквально там за неделю, за 3 дня заняла кучу денег и купила тоже шубу. А тут вот точно такая же. Она кричит: точно такая же, как моя. Все говорят: так она твоя. Представляете, какая это была немного обидная шутка. Не отомстила? Отомстила другая актриса этому человеку, который придумал эту шутку. Ух ты! Как Коварные интересно. женщины, коварные. Да. Да. Я не буду просто рассказывать, как отомстила. Ну, давайте, не будем тогда, да, пусть это останется такой театральной тайной. Давайте вернемся к спектаклю «Буря», опять же, к «Золотой маске» даже. Давненько это, получается, было, 94-96, да? Мы 20 лет назад. Вот, да. Фактически, как у «Мушкетеров» 20 лет спустя. Я лично больше, не знаю таких прецедентов, связанных с Казанью, с такой вот премией. Или, может быть, я где-то, может быть, Я не дочитал. перефразирую коллегу. Почему так редко «Золотую маску» берем? Ну, это я не знаю, А как почему. вам кажется, как человеку, работающему в этой сфере? Если бы я был в жюри этого фестиваля, я бы вам Казань бы сказал. получалось. Нет, ну понимаете, в чем дело? Конечно, туда выходят спектакли неординарные. Они проходят отбор спектаклей. Ведь в чем дело? Чтобы попасть на этот фестиваль, посылается заявка, посылается видео, видимо, там. Я не фрагмент очень хорошо какой-то, знаю. да? Да. Зачем фрагмент? Весь Целый спектакль, спектакль. да. Там отсматривают и критики, театроведы, и они отбирают какое-то количество спектаклей. Вот скорее это вопрос к ним, так сказать, почему так мало, а мы можем гадать только что-либо. Ясно, что «Буря» это было что-то особенное, что-то необычное. Мало того, до 96-го года ни один провинциальный драматический театр, а мы все-таки провинциальный, не получал, это ведь высшие награды. Ну, вот об этом-то и речь как раз. Среди драматических спектаклей. Ну и там, поверьте мне, и там шли баталии всю ночь после спектакля, когда решали. Вот. Я знаю, кто был на нашей стороне. То есть могли и не дать. Могли не дать, конечно. Вот. Но такие... Кто-то пролоббировал. Кто-то убедил. Нет, там действительно, и до сих пор спорят, я хочу сказать, те, кто тогда были в этом жюри, они и до сих пор продолжают это вспоминать. Например, Ирина Муравьева, она вот активно не приняла этот спектакль. Она была противница, она была против. А балерина Максимова, она была в восторге. Она выбегала к нам за кулисы и говорила: ребята, просто здесь мало зрителей, а там максимум сколько могло влезть, там в палатке же играли. То есть там на 50 было рассчитано, а на «Золотой маске» там 150 влезало. И она говорила: здесь просто мало зрителей, вам грохочут эти аплодисменты. Или Михаил Ульянов, к сожалению, оба покойные, Царствие Небесное. Вот. И его задело, очень сильно задело. И он уходил со спектакля и говорил: а интересный спектакль. И пошел. Вот про них двоих я знаю, что вот они были, на них большое впечатление произвело. А насколько важно актеру найти своего режиссера? Или здесь вопрос профессионализма, и можно сработаться вот, с любым? Не обязательно там человеческие качества какие-то найти приятные для себя.
Так самое главное, чтобы профессионально сойтись с режиссером. Если режиссер меня, ну, если я ему буду неинтересен, я уйду в другой театр. Понимаете? Или пойду учиться куда-нибудь, на кого-нибудь. А на кого бы хотелось сейчас выучиться? О, даже не знаю. Но учиться вообще интересно. Вы знаете, вот когда я в 2007 пошел учиться, я открыл для себя просто... Правда, я до этого уже ходил учиться. Когда у нас не было... в 2000 году я поступил в Щукинское театральное училище на режиссуру. Вот. Проучился я там недолго, потому что главный режиссер Георгий Зурабович Цхверавый сказал: Миша, нам нужно ехать с Буратино, а ты на сессию. Ты тут учишься. А нам на фестиваль. Вот. Давай я позвоню мастеру. У нас один и тот же мастер. Он учился у него, и потом я учился. Я ему позвоню, мы договоримся, чтобы тебе дали академ. Так с этим академом я и улетел. Вот. Так, когда в 2007 пришел учиться в литературный институт, что для меня совершенно было потрясающе. Мало того, там кругом сумасшедшие же люди. Но это очень похоже на театральное училище, в смысле. Вот. Я имею в виду поэты, драматурги. Это же такие вынесенные сознания у людей. То поэтов невозможно остановить, они все время тебе стихи свои рассказывают. Драматурги вообще какие-то страшные вещи говорят. Вот. Одни прозаики и критики нормальные люди. А вообще, понимаете, что такое экзамен, да, сессия? Я же, в театральном училище сессии тоже волновались, но в институте это нечто иное, понимаете? А есть какие-то моральные принципы, которые вы никогда и ни за что не нарушите и не переступите? Вот вы так в лоб прямо задаете такие серьезные вопросы. Я не уверен, я не знаю. Я себя до конца не знаю. Но если вам, допустим, предложат роль, которая не вписывается в ваши морально-эстетические нормы, а играть надо. Если не вписывается. Вот никак. Вообще никак не вписывается. Я могу и отказаться. В смысле, придется уйти из театра, вы имеете в виду. Ведь если ты отказываешься от роли, это может быть по двум причинам. Так сказать, либо ты боишься это сыграть, либо по морально-этическим, как вы говорите, да? Вот. И меня либо выгонят из театра, либо... Предложат другую роль. Либо предложат другую роль, либо не смогут выгнать. Такое бывает. Жестокий, Да, суровый. человека все-таки вызывающий в домашних условиях. Не менее жестокий, чем ваш. Хорошо, огромное спасибо, Михаил, что посетили нашу сегодняшнюю вечернюю программу. Мы уже будем закругляться, судя, собственно, по количеству фишек у нас. Кстати, у всех все ровно достаточно получилось. У меня 7. Вот Да ты нет, выигрываешь. видно, что... Кто? Раз, два, три, четыре. Вот у нас победитель сидит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Михаил, ручки не видно. Победили вы. Еще раз поблагодарим Поздравляем. вас за то, что пришли на нашу программу. Нашим телезрителям пожелаем хорошего продолжения вечера. Смотрите правильные программы. То есть нас. 22:10 с понедельника по среду на ТНВ. Пока-пока.